вопрос НДС – это такой серьезный вопрос, и когда, я не буду говорить именно кто, но прям в лицо мне стало, вот знаешь, вот в Германии там такой-то вот процент, и там вот так, вот так. Я поинтересовался тогда про Германию и прямо в лицо тоже сказал, что в Германии, прежде чем ввести НДС, до 20 лет они прорабатывали все, что есть. Дороги, морской путь, количество населения в городах, протяженность, границы, доставка. Они все это взвешивали. И потихонечку вводили. Вот как инъекцию вводят. Потом там тоже промолчали. Вопрос в том, что наша страна, она не... Ну, ее нельзя сравнить ни с кем. Наше положение, вопрос границ. То есть то ли у нас две границы, то ли у нас одна граница, не поймешь. Морской путь, авиа. У нас очень много проблем. Повышение НДС автоматически поднимает розничные цены на все товары без исключения. Мы говорим о нулевых ставках, но поверьте, по факту на деле это не так. Цена все равно будет. Потому что он не может продать свои килограмм конфет и на этот килограмм купить тот же смеситель или кран, который будет поднят в 2 раза, скажем так. Ему нужно или 2 кило продать, спроса такого нет, или цену повысить. Самая главная идея, как мы поняли, это был бюджет. Это был бюджет. Просто заполнить дыру в бюджете. Все плюсы были направлены только в эту сторону. Собираемость оказалась резко высокой. Пополнить казну было несложно. Ну а все минусы пошли в нашу сторону. В сторону производителей, потребителей в первую очередь. Потому что продавцы потом начинают поднимать. Они автоматически поднимают. У них издержки, просто не получится иначе. Работа остановится. Проблема тут в том, что доходы у населения за 5 лет практически не выросли. Они вообще не выросли. В то время как расходы планомерно увеличиваются и увеличиваются. У нас и так уровень жизни не такой высокий, а он еще все ниже и ниже. Вот. Еще такой один момент. Повышение НДС в первую очередь бьет по более или менее обеспеченным слоям населения, то есть по малому и среднему бизнесу, выкачивает из них средства. Это способствует кризису. И всех граждан ждет повышение цен. Все, я заканчиваю. Эта мера эта мера не обеспокоит наиболее крупный и приближенный к власти бизнес. Владельцы предприятий, признанных в кавычках стратегическими, всегда могут получить льготы. Всегда. В крайнем случае государство им поможет. А вот череда банкротств, которая последовала после усиления налоговой нагрузки и падения спроса, приведет к дальнейшему переделу рынка. Это если глубоко задуматься, если это начнет продолжаться, переделку рынка, которым смогут воспользоваться бизнесмены, имеющие доступ именно к административным рычагам.